Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Отопительный сезон проходит при максимальных понижениях температур. В организациях теплоэнергоснабжения Якутии в период морозов усилят дежурство. С 1 января в столице повысились цены на проезд в общественном транспорте внутри столицы и ее пригорода. Наш корреспондент расскажет, насколько повысился тариф. Особый статус педагогических работников, в том числе и тех, кто осуществляет наставническую деятельность. В России стартовал год педагога и наставника. 43 дня осталось до старта вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемеровской области. Как идет подготовка якутских спортсменов к соревнованиям? Палатки с обогревом и освещением, а также безопасные подъездные пути с дорожными знаками и указателями. На следующей неделе в Якутске пройдут крещенские купания. В организациях теплоэнергоснабжения Якутии в период морозов усилят дежурство. В период новогодних выходных было зафиксировано 16 технологических нарушений ЖКХ. Согласно данным якутского УГМС, в ближайшее время в районах республики установятся сильные морозы. Чтобы избежать аварийных ситуаций в тепло- и энергосбережающих организациях, первым заместителем председателя правительства Дмитрием Садовниковым поручено усилить дежурство на местах. Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов сообщил, что отопительный сезон проходит при максимальных понижениях температур. В этой связи было подписано решение штаба энергобезопасности республики о переводе в режим повышенной готовности ресурсно-снабжающих организаций, а также муниципальных образований, где есть объекты тепловой и энергетической генерации. После новогодних каникул дети вернулись к учебе, но не в привычной школьной форме, а в куртках и унтах. Низкую температуру обнаружили после выхода с каникул в школе номер 3. Работники образовательного учреждения незамедлительно вызвали представителей теплоэнергии, которые сделали замеры и провели необходимые работы. Однако по сей день в школе не установилась стабильная общая температура. Перепад между кабинетами составляет 3 градуса, от 18 до минус 21 градуса тепла. На данный момент установлено, что по приборам учета теплоподача соответствует норме при уличной температуре. Поэтому для решения проблемы школа подала заявление в теплоэнергию на увеличение объема подаваемого тепла за счет самого учреждения. Мы по датчикам смотрим, температура нормальная. И все вот это похолодание, общее похолодание внутри школы, на наш взгляд, связано с низким объемом теплоносителя, который подается непосредственно батареи с котельной. На данный момент ведется работа, а теплоэнергия сейчас изучает ситуацию, работает в своей котельной, работает в нашем узеле ввода, и надеемся, что тепло в нашей школе восстановится. Между тем, водители предупредили об ухудшении погодных условий на трассе Лена. С 12 января в районах прохождения федеральной дороги ожидается мороз, сопровождающийся плотным туманом. Ухудшение погодных условий ожидается в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах Якутии, Сковородском и Тындинском районах Амурской области. Упрдор Лена обращается к водителям и пассажирам и просит быть внимательными при движении в условиях крайне низких температур. Избегать резких маневров и торможений, выбирать оптимальную скорость движения, которая позволит оперативно среагировать и предотвратить возможную опасность. С 1 января 2023 года в столице повысились цены на проезд в общественном транспорте внутри столицы и ее пригорода. Насколько повысился тариф, узнала Галина Чекурова. В преддверии Нового года новость о подорожании проезда для многих горожан стала неожиданностью. Жители и гости столицы не понимают причины такого резкого скачка цен. А как вы смотрите на то, что вот у нас увеличились цены? Нет, я на автобусе редко езжу. А как вы смотрите на то, что очень сильно повысились цены в этом году? Я впервые использовала такси, автобус, потому что я из деревни. Я удивилась. Знаете ли вы то, что цены расплачивания наличными и картой разные? Я не знала. Обычно расплачиваетесь в автобусе? Карточкой. А как вы смотрите на то, что у нас повысились цены? Ну, конечно, я-то, собственно, плачу по социальному, вот мне меньше я плачу. Вот, ну, 40 рублей это очень дорого для всех. Карта жителей? Конечно, многовато, наверное, для нас-то, для севера.
40 рублей наличными идет, да? У людей не всегда могут быть эти деньги. В автобусе 40 уже стал, да? Через карты? Ну, как сказать, все цены поднимаются. И так. Живем, увидим еще. Главной причиной увеличения цен на проезд, по мнению городской администрации, является увеличение цен на топливо и запасные части. Также они отмечают, что обслуживание транспорта в условиях севера обходится намного дороже, чем в центральной части страны. Самое главное, если взять более точное, то улучшение подвижного состава, то есть на наших автобусах будут ездить маломобильные группы населения, то есть больше будут пользоваться общественным транспортом. Что касается улучшения качества обслуживания, то в данном случае вместимость автобусов будет больше и не будет в часы пик движение затруднено. Соответственно, меньше будет толкучки в автобусе. В администрации городского округа добавили, что увеличение тарифа в том числе связано со стимулированием граждан на переход к альтернативному виду оплаты. Так, разовый проезд по наличному расчету на данный момент составляет 40 рублей, а по безналичному расчету на 4 рубля дешевле. Повышение коснулось всех категорий платежных средств, но в значительно большей степени она коснулась оплаты за наличный расчет. Если же мы говорим о проездных билетах, да, о альтернативных источниках оплаты, таких как, скажем, карта жителей Якутии, то повышение тарифа в значительно меньшей степени произошло. Да. Поднимая стоимость за наличный расчет, мы тем самым стимулируем горожан, в том числе к применению альтернативных источников оплаты по низкой цене. И, соответственно, средний тариф таким образом у нас выравнивается, и его повышение составило совсем небольшое значение. Стоимость проезда в городских автобусах составляет за наличный расчет 40 рублей, по банковской карте 36, по картам «Спутник», транспортным картам с транспортным кошельком и виртуальным картам 30 рублей, по карте жителя Якутии 28 рублей. А проезд с использованием проездных билетов с лимитом 40 поездок на 60 дней составил 950 рублей, с лимитом 60 поездок на 30 дней 1200 рублей, а с лимитом 60 поездок на 60 дней 1300 рублей. А также повысились тарифы и на перевозки пассажиров по пригородным маршрутам с 65 рублей до 78 за наличный расчет. По безналичной форме оплаты повышение не такое резкое. По некоторым видам стоимости остается без изменения. При оплате банковской картой проезд составил 68 рублей. По виртуальной карте, по картам «Спутник», по транспортным картам с транспортным кошельком 68 рублей, по карте жителя Якутии, по транспортному приложению карты единого цифрового сервиса жителей Якутии, держатель, который имеет подтвержденный статус многодетной семьи, осталось без изменений 53 рубля. А переходный тариф внутри населенного пункта и между остановками пригородной зоны 40 рублей за наличный расчет, а по транспортным картам 28 рублей. Повышение тарифа у нас коснулось как городских маршрутов, так и пригородных, где мы работаем по регулируемому тарифу, но пропорционально оно составило абсолютно те же значения. То есть критической разницы между городскими и пригородными маршрутами нет, да, повышение в тех же, скажем так, границах. Также в значительной степени мы повысили оплату за наличный расчет и в совершенно незначительной степени оплату за безнал. Некоторые горожане сейчас воздерживаются от использования общественного транспорта, предпочитая пешие прогулки на 2-3 остановки. А тем, кому нужно преодолеть большие расстояния, остается пользоваться альтернативной оплатой в целях экономии своих денежных средств. Желание всех горожан сходится в одном, чтобы цена соответствовала качеству предоставляемой услуги. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. В Ленском речном порту увеличили объем хранимого груза до 100 тысяч тонн. Более подробно об этом расскажут наши коллеги. В Ленском речном порту в 3 раза увеличили количество хранимого груза. Площадка ответственного хранения здесь появилась в 2020 году. Алмаздортранс предложил клиентам новую услугу. Теперь груз, пришедший по навигации, можно забрать с судна не сразу, а в любое удобное время. Клиенты услугу оценили. У нас был объем принятого груза на площадку 30 тысяч тонн. Было всего 2 клиента. На сегодняшний день мы имеем переработку на 2023 год более 100 тысяч тонн и клиентурную базу около 26 клиентов.
Прошлым летом площадку увеличили. Теперь территория базы временного хранения почти 5 гектаров. Здесь установили въездные ворота и освещение. Коллектив грузового района порта обслуживает площадку для удобства и безопасности работ. На данный момент в штате грузового района это 8 стропольщиков и 3 кладовщика. Один из них это заведующий складом и 2 кладовщика. И, соответственно, 1 мастер по грузоразгрузочных работ для безопасного производства работ. Работаем каждый день без выходных. Ежедневная отгрузка, до 20 машин отгружаем в день. Груз хранят как на открытой площадке, так и в закрытых теплых складах. К новой навигации здесь сведут систему адресного хранения груза. Она упростит и ускорит переработку и отгрузку клиентам. Алмаз-Эргенбанк продолжит реализацию льготных программ для малого и среднего бизнеса Якутии. За 2022 год банк выдал местным предприятиям льготные кредиты под 8% на сумму более 2 миллиардов рублей. Реализация льготных программ позволила сдержать уровень инфляции в республике на товары первой необходимости по сравнению с другими регионами Дальнего Востока. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Алмаз-Эргенбанка и планы на 2023 год рассмотрели сегодня на совещании у главы республики Айсана Николаева. Совместно с правительством республики в прошлом году были запущены очень интересные, очень выгодные проекты для нашего малого и среднего предпринимательства. Банк был реализатором этих проектов. Мы сегодня обсуждали про успешную реализацию проекта «Быстрые меры» под 8%. Это история про то, что как местному предпринимательству мы выдавали льготные кредиты, которые помогли снизить уровень инфляции в республике по сравнению с другими регионами Дальнего Востока. Президент страны Владимир Путин подписал указ об объявлении этого года годом педагога и наставника. В первую очередь такое решение принято для того, чтобы продемонстрировать особый статус педагогических работников, в том числе и тех, кто осуществляет наставническую деятельность. Молодой педагог Юлия Савельева после окончания вуза пришла работать учителем начальных классов в свою родную школу. Стаж пока небольшой, всего год, но во всех профессиональных вопросах помогает более опытный наставник. С наставником в основном я работаю с ней, когда вопросы возникают, я всегда к ней подхожу, спрашиваю, советую с ней, есть какие-то проблемы возникают, какие-то документации то же самое, то есть она мне помогает. С документацией помогает наставник и делится опытом в профессиональных вопросах. А вот налаживать отношения с учениками приходится уже самой. Юлия Сергеевна, она добрая, очень добрая. Она нас научила читать, писать, много чему научила. Нас очень много, а она одна, и из-за этого, когда у нас что-то происходит, ей очень трудно с нами. Наставником молодому специалисту назначили Юлию Харисову, педагога с 30-летним стажем и с высшей квалификационной категорией. Работа пока складывается, дальнейшую работу мы продолжаем, работаем с родителями. Передаю весь свой опыт, который накоплен многими годами, молодому учителю, и стараюсь поддерживать ее во всех ее начинаниях. Учитель-наставник помогает молодому специалисту в адаптации, выявляет пробелы, выстраивает план профессионального роста и передает свой опыт. Педагог, наставник должен иметь стаж, иметь опыт. Он должен уметь увидеть в наставляемом и в его работе не столько минусы, сколько плюсы. И эти плюсы поддержать. Система наставничества в школах России вечная, потому что всегда есть те, кто только пришел работать, и те, кто уже накопил педагогический опыт и готов им поделиться с начинающими специалистами. Решение президента объявить 2023 год годом наставника и педагога говорит о высоком статусе специалистов в нашем обществе. А мероприятия, которые запланированы, будут еще одним важным шагом для повышения престижа учительской профессии, в том числе и тех педагогов, которые осуществляют наставническую деятельность. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства» начала работу в региональном ресурсном центре. Таким образом, в учреждении открыли Новый год, объявленным годом педагога и наставника в Российской Федерации. Всего в столицу приехало 80 сотрудников из 23 муниципальных районов и городских округов – Якутск и Жатай. Школа проходит на базе отдыха «Сосновый Бор». Муниципальные кураторы и советники директоров собрались в столице для повышения уровня своей профессиональной компетентности. В школе они проходят различные мастер-классы, практические семинары и обучаются новым технологиям у экспертов. У нас составлена очень большая, обширная программа, где советники узнают, как работать с детьми, как организовать себя в плане деятельности именно менеджмента, и также как работать с электронными носителями, и также именно раскрытие себя как личности, как индивидуальной личности. Мы постарались сделать более разнообразную программу, чтобы была и образовательная часть, и больше развлекательная часть, потому что они же приехали в лагерь на смену, и, конечно же, нужно почувствовать себя немножко маленькими детьми. Участники признаются, что зимняя школа для них не только возможность обмена опытом и повышения квалификации, но еще и способ создания одной большой сплоченной команды. По итогам прохождения школы планируется создание ассоциации советников директоров по воспитанию в республике. Из Момского района нас всего 5, из 7 советников у меня 4 присутствует. И для таких арктических районов, вот, отдаленных, это большая возможность для живого общения с более опытными коллегами. И, конечно же, это профилактика профессионального выгорания. Все мы, как говорится, в основном офисные работники, и организуя вот такие вот зимние смены, вот такие вот лагеря для взрослых, можно сказать, да, это, конечно же, очень замечательно. Более 1700 школьников представили свои проекты на конференции «Шаг в будущее». В Якутске прошло торжественное закрытие 27-й республиканской конференции имени академика Ларионова. В этом году в конкурсе молодых исследователей было заявлено более 1500 проектов в 39 секций со всех районов республики. В работе конференции приняли участие более 390 экспертов. В рамках конференции также состоялись круглые столы, выставки и профориентационная площадка. Все лауреаты и дипломанты регионального конкурса получили рекомендации для участия в конференциях перечня Министерства просвещения России. Участие в этом конкурсе дает большой опыт, потому что в будущем человеку нужно будет, так скажем, показывать свои возможности как в работе, так и в выступлении в каких-нибудь разных городах, может даже странах. То есть учит человека отстаивать как свою точку зрения, позицию, но и также и показывать, что он умеет и чему стоит учиться еще. Выплаты по целевому капиталу «Дети столетия», учрежденному главой республики в конце 2021 года, продлены еще на 5 лет. Напомним, право на капитал имеет каждый ребенок, родившийся в Якутии с 1 января 2022. Сертификаты выдаются службой соцзащиты в беззаявительном порядке. Так, в минувшем году в Алданском районе сертификаты получили более 270 семей. Круг целей, на которые могут быть направлены средства, обширен, а с решением о распоряжении финансами можно не торопиться. Сертификат является бессрочным. По мнению алданцев, эта мера государственной поддержки для молодых семей значима. Если брать статистику вообще в целом по Российской Федерации, мы входим в 7 регионов, где самая высокая рождаемость. И, конечно, здесь немаловажное место занимают меры социальной поддержки. В 2022 году как раз было принято решение главой республики о вводе новой меры соцподдержки. Это целевой капитал «Дети столетия». Буквально недавно было принято решение главой республики Александром Сергеевичем Николаевым, что данная выплата, так как она является действительно очень актуальной и востребованной, будет продлена еще на 5 лет. 43 дня осталось до старта вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кемеровской области. Спортсмены из Якутии выступят в 6 видах спорта – хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд и лыжные гонки. О том, как идет подготовка спортсменов к играм, расскажет Александр Хавренко. Республиканская специализированная спортивная школа по зимним видам спорта отвечает за подготовку хоккеистов, спортсменов по шорт-треку и фигурному катанию. Первые зимние игры 2019 года дались якутянам нелегко. Конкуренция на лыжных трассах и ледовых аренах была более чем серьезная.
И эти игры будут не очень простые, потому что подготовка у всех идет на уровне приличном, да, и отбор игроков, если у нас, грубо говоря, 2 человека на место, то, допустим, в Сибири или в Урале там, как говорится, 102 человека, да, на одно место, и там из 1000 человек набирают команду, конечно, это будет результат совсем другой. Конкуренция очень серьезная. На самом деле у нас одна школа, а, допустим, в Челябинске в одном городе 12 специализированных олимпийских школ по хоккею именно. Но юным хоккеистам из Якутии не привыкать играть против серьезных соперников, а лед покажет, кто на что способен. Тем более, что команду собираются усилить бывшими игроками полярных волков, которые сейчас выступают за молодежные клубы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Сборная будет состоять из команды Нерюнгри и Полярные волки. И вот приезжие ребята будут. Готовимся. Сейчас у нас идет подготовка. Мы сейчас выезд у нас будет во Владивосток. Контрольные игры сыграем и на Сахалине. И буквально за неделю мы все собираемся в Новосибирске. Последняя подготовочка и все на Дети Азии. Серьезная конкуренция предстоит и на дорожках соревнований по шорт-треку. В отсутствии явных лидеров в этом виде спорта сборной Южной Кореи борьба развернется между сборными российских округов. На Дальнем Востоке мы уже некоторые на третьих, первых, вторых местах находимся, а уже с центральным регионом уже они более сильные пока. Но это уже на следующие Дети Азии мы уже можем вполне уже достойно выступать. Но и на этих будете? Но, конечно, шорт-трек это такой вид спорта непредсказуемый. Все что угодно может произойти. Но, конечно, мы достойно будем выступать. Сейчас у юных спортсменов проходят последние контрольные соревнования перед играми. В середине февраля все члены сборной соберутся в Кемеровской области, где пройдут финальные учебно-тренировочные сборы. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Крытый каток в Ленске получил новые коньки. Большую партию спортивного инвентаря получил спортивный комитет. Часть была отправлена на горнолыжную базу. Это новые горные и беговые лыжи, а также тюбинг и долгожданные коньки были доставлены в пункт проката. В выходные дни на катке многолюдно. Это одно из немногих мест активного отдыха, где всей семьей можно весело провести время. Имеющихся в прокате коньков раньше не хватало на всех желающих, но благодаря обновлению спортивного инвентаря теперь появилась возможность увеличить число любителей активного отдыха на катке. Коньки пришли всех размеров для взрослых и детей. Их прокат, как и прежде, бесплатный. 79 пар, это 30 мужских, 29 женских и 20 детских коньков. Вот только оприходовали, сегодня пронумеровали их, и нам осталось их наточить, завтра наточим их, и в выходные дни жители Ленского района могут свободно кататься. И хотелось бы обратиться к жителям Ленского района, чтобы более бережно относились, бережное отношение было к казенному имуществу. Это все потому, что бесплатно. После них будут другие также приходить и кататься. В Якутске с 18 по 20 января пройдут крещенские купания. Купель оборудуют на протоке реки Лены на территории Зеленого Луга. Сообщается, что на месте обряда установят палатки с обогревом и освещением. Обустроят безопасные подъездные пути к дорожными знаками и указателями. По традиции крещенский городок украсят ледовые скульптуры. Во время купаний будут дежурить скорая медицинская помощь, спасатели и полицейские для обеспечения охраны общественного порядка и регулирования движения автотранспорта. Якутская и Ленская епархия откроет и осветит купели 18 января в 13:00. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.